Доброе утро, ребята! Сегодня Николин день, и традиционно в этот день в Якутии принято готовить утку. Это знаменование того, что с этого дня начинается в Якутии лето. Прекрасные утки, весенняя охота, жирненькие. Сейчас покажу, как их можно классно приготовить. Друзья, как видите, на улице прелестная погода. Я думаю, предки наши не зря этот день выбрали таким днем, таким праздничным днем, чтобы она ознаменовала начало лета. Погода солнечная, прелестная, чуть-чуть ветерочек, но это не важно. Река у нас прошла, и вот сразу чувствуется тепло, уютно. Сейчас еще, чтобы теплее и уютнее было, приготовим праздничный такой рецептик. Ну что ж, друзья, казалось бы, обычный простой рецепт варки утки. Я добавлю немножечко своей версии. Мы сейчас вырезаем из наших уток, смотрите, какие они жирные, весенние, грудинки, а остальное будем варить традиционный якутский утиный суп. Кус-мене. Начинаем обработку уток наших. Достаем оттуда ценнейший по ресторанным меркам продукт. Это утиная грудка. Это божественный продукт такой. Вот она. Красота. Так, также аналогично и вторую сторону. Очень просто достается. Вот этот до второго слоя не доходим, до белого. Аккуратно забираем внешнюю. И вот здесь. Красота, красота. Вот она. Сочные, мощные стейки будут. А это будем отправлять в казан варить. Также поступаем со всеми остальными другими. Дай-да-дай. Дай-да-дай. Красота. Все остальное отправляем в казан вариться на суп. И с этого сейчас будет сочный, мощный шашлык. Казан готовый. Сейчас мы его сполоснем. Всю зиму стоял он. Во французской кухне говорят, что когда варишь бульон, надо мясо класть на теплую воду. Меня, наоборот, с детства воспитывали холодную воду класть. Как раз у нас сейчас казан горячий. Мясо положим в теплую воду. Получается, немножко Франции тоже наш рецепт добавляется. Все, наши красавицы отправляются. Ой, наваристый бульон будет. 3-4. Чувствую, что воды мало. Сейчас подсаливаю и потом добавляю еще воды. Лейла дома? Конечно. А? Только что здесь была Лейла. Пока казан не закипает, крышку ни в коем случае не закрываем. Пока супчик у нас варится, с тарелку сейчас почистим и замаринуем грудку. Грудка маринуется очень просто, ребята. Не надо ничего придумывать, никакие там пряности, мряности, ничего не надо. Все просто. Соль, свежий молотый перец. Это наше все. Потому что продукт очень хорошего качества. И нам не надо его ничем перебивать. Если мы эти грудки жарим на сковороде, то мы делаем надрезы просто на кожице с жирной стороны и на сухую сковороду ложим. А если мы его, как мы сегодня хотим на мангале сделать, мы режем на ровные кусочки. Примерно вот так.
чтобы у нас мясо и жирочек чередовался. Вот сейчас в таком виде мы чуточку подсаливаем, прям вот немножко, чтобы пока, что мясо, и поперчим, чтобы мясо немножко ароматизировалось у нас. Убежала наша девочка, а ей нельзя убегать сейчас, потому что она породистая, а вокруг непородистых собак очень много. Вроде бы все щели закрыли, блин, на заборах. Опять где-то пошла, видимо. Ой, хорошо, когда такой печной комплекс есть. Не надо вокруг очага волосы палить ходить. Дело идет к закипанию. Процесс идет. Все хорошо. Мы сейчас, пока там ждем, потихоньку подготовим тут место для жарки наших грудочек. Важный момент. Грудки жарятся очень-очень быстро. Нежнейшее мясо. Его, если чуть-чуть передержишь, там будет она сухая и невкусная. Поэтому жарку шашлыков или стейк вы делаете, надо подготовить, подловить к тому моменту, когда у вас суп будет готов. Чтобы это кушать и с супом, с оладушками, как полагается. Мне нравится вот это охотничье, когда на охоте варят. На охоте получается воду очень мало. Там буквально, чтобы только-только мясо закрывало, добавляет. И получается очень сильно наваристый, такой нажористый бульон. Сейчас мы попытаемся сделать наоборот, чтобы у нас бульон был чистенький, светленький. Для этого нужно очень хорошо снимать накипь. Очень аккуратно всю пенку снимаем, удаляем. Вот как раз таки будет у нас бульон прозрачный. Эти, которые грудкой вниз уже переворачиваем, чтобы там тоже она варилась. Вот, которые сразу не зацепили. С помощью половника так помогаем. Бульон, можно сказать, прозрачненький, чистенький, красивенький. Отправляем сейчас лук, чеснок, морковку и картошечки. Так, в самый раз. А вот картошку надо будет такими некрупными кубиками. Тоже все туда же. И обязательно в этом моменте нам надо будет попробовать на соль. О, надо добавить. Закрываем крышку аккуратно, чуть-чуть наискосочек. И пусть варится, томится часик. Утиный суп по-якутски кусмин. Добавляются домашнее тесто. Для этого нам одно яйцо надо будет. И чуть-чуть бульона возьмем. Чистенького, светленького, где вот так варится. Буквально вот столечка хватает нам. Граммовку не подскажу. Все делается на глаз. И у нас такое тесто на быструю руку. Быстро размешивается. Тесто должно быть достаточно твердое, не слишком мягкое. Поэтому так размешиваем и дадим отдохнуть, пока у нас супчик варится. Как раз и тесто дойдет. 90% успеха хорошего теста — это вымешивать. Вот мы его вымесили, оно у нас эластичное, и мы так его закрываем
оставляем отдохнуть. Тут идет очень хорошо. Кипит, бурлит прям как надо. Поджигаем мангал, чтобы поджарить наши грудочки, потому что у нас супчик уже ближе к финишу. Наша задача, чтобы у нас и грудка, и супчик подошли одновременно. И вот так положим сверху. Сама загорится, разгорится и нормально все будет. Вооружаемся скалкой. Доску припудриваем и берем тесто наше, которое отдыхает. Делим его на 4 части, чтобы на нашей маленькой доске раскатывать. Нехитрыми движениями. Раз-раз. Вот примерно такой толщины нам достаточно. Мы берем, аккуратненько так скручиваем и нарезаем такие вермишельки. Распрямляем. С остальными частями теста точно так же работаем. Если не хотите скручивать, можно так. Нам самое главное нарезать такие соломочки и вермишельки. Кстати говоря, итальянская паста тоже так же. Тесто замешивается чисто на яйце, вот так же режется и вот варится до состояния аль денте. И вот так. Что в каком-то образе мы с итальянцами, наверное, тоже родственники. Надо историю почитать. Все, ребята, у нас домашнее тесто готово. А вот так полежит чуть-чуть, проветрится, чтобы не разварилась при варке. Накроем вот так, ничего страшного будет. Проверяем наш мангал. Мангал на подходе. Начинаем работать с шампурами, чтобы у нас грудочки одни там не куковали. У нас будут, ну как же без овощей-то на мангале. Я так не люблю и не умею. Надо всегда немножко поджарить, особенно перчика. Перчик режем примерно вот такими кубиками. Так, вот так. О, идеально. На 3. Помидоры черри убираем хвостики. И вот так. Раз. Раз. А Николин день, друзья, приходят. Здорово. А, Как тут тебе осталось? А как всем осталось? Нашего биографика. утку тоже мы сейчас красиво насадим, чтобы все было по красоте. Готово. Получилась такая красота, как вы помните, мы чуть-чуть только солили. Вот сейчас теперь досаливаем и доперчиваем. Так. И то же самое. Угольки у нас готовы. Отправляем наши грудочки. Вах. Сейчас будет тема. Это самая вкусняха будет, ребяточки. Так. Овощи тоже. Так, вот какая-то красота просто, да? По-летнему, по-весеннему. Буйство красок и ароматов. Параллельно сразу вытаскиваем утку. Утка сварилась.
мы должны туда отправить тесто, чтобы все вместе приготовилось. Вот так. Тут мы отправляем наше тесто. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Чтобы все это сварилось. Ой, пошло, она тут сразу резко, дерзко. Вот. Готовится это дело махом. Мы не должны передержать. Нарезаем лучка для шашлычка кольцами. Вот она так быстро готовится. Жирок вытапливается. Вот здесь, ребята, я вас призываю подписаться на мой запрещенный канал, так как там сразу онлайн фильм в сторисе. Утиная грудка, шашлык из утиной грудки. Кого с вами? Суп вот. Еще не готово. Знаете, что не хватает, парни? Вот так чуть-чуть. Вот так. Очень-очень рекомендую утиную грудку так готовить. Либо на сковородке стейком, либо вот так шашлычком. Очень вкусно, ребята, очень сочно, мощно получается. Но ничего страшного, что у вас в супе утка будет такой немножко безгрудочным. Зато тут ножки есть съедобные. Можно так перевернуть, по красоте будет. Так, у нас вот эти красавчики подошли. Смотрите, какая красота. Просто печеные, овощечки. Прикладываем их. Тарелочку с краешку. Чтобы убедиться, надрезик делаем. Тут чуть-чуть еще осталось. Чуть-чуть подержим. Вот так. Ну и божественно все получается. Иногда просто как готовлю, и сам от этого что-то балдею, кайфую. Так надо делать, ребята. С чувством, толком, расстановкой, с любовью, с душой готовить, и будет все вкусняха. Достаем все наше. Мясо готово, я считаю. Дальше его держать это просто преступление будет. Вытаскиваем на тарелочку. И оно в своей температуре еще доготовится, ребята. Не забываем об этом. Луковой шапкой надо закрыть, чтобы она доготовилась. Все это готово, в принципе. Симончик, да? Тоже же. Я сейчас этот за тобой приду с супом. Забираем суп. Вот так и встречается Николин день в Якутии, ребята. Приветствуется начало лета. Собираются самые близкие. И радуемся, что мы раньше как бы радовались, что выжили, пережили зиму, потому что тяжелые климатические условия, все такое. Сейчас просто это очередной повод собраться с родными и близкими, обсудить удачность охоты, как мы с охоты съездили, сходили. Когда мы наливаем воду, чтобы потом его сполоснуть. Чугунный казан, ребята, я вам настоятельно рекомендую не использовать никакую химию. Это очень важно. Садимся и трапезничаем. Так, Максис, тебе только тесто и картошка, да? Только морковки нет.
Приятного аппетита. Спасибо. Всех с праздником, с Никольным днем. Друзья, вас тоже всех поздравляю с Никольным днем, с началом лета, чтобы все было жарко, вкусно и красиво, как у нас все в республике. О, красота. Симон, попробуй-ка мой шедевр. Утиный шашлык. Утки, да? Это не грудка. Ножку мне. Я не думаю, маленькой ножкой быть жарко. Мадямба. Макс, будешь ножку? Как в мультике, смотри.